Несмотря на ветреную погоду, матч выдался интенсивным и, что называется, на скоростях. Было заметно, как команды соскучились по победам и футболу после зимнего перерыва. Первый тайм был полон атак и борьбы. И можно сказать, что стал ключевым в этом матче. Удаление, 4 желтые карточки и 2 забитых гола обеими командами – все это пришлось на первый отрезок матча. Несмотря на довольно-таки ранний пропущенный гол в ворота Кызылташа со стандарта, крымско-татарская команда смогла быстро ответить тепличникам, четко реализовав пенальти уже спустя 7 минут. Наверное, где-то ребята подумали, что все, игра сделана, 1-1, забили с пенальти, 1-1 и, сломя голову, бросились вперед. Не нужно было этого делать, нужно было продолжать играть свою игру. Поэтому, я думаю, не разорвали свои моменты. Любой матч – это опыт. И поэтому и с поражения, и с ничьих, и с побед нужно делать какие-то выводы. Мы будем делать выводы дальше. Президент Кызылташа Альберт Куршутов признается, что ничья никак не устраивает команду. Сегодня перед коллективом стоят самые высокие цели и задачи – выйти в премьер-лигу КФС. Команда прогрессирует с каждым разом, ищет новые схемы и тактики, старается быть гибкой и играть в современный атакующий футбол. Задача выигрывать, задача тренироваться. Есть, в принципе, сегодня есть полноценный состав, есть равноценные замены. Вот, теперь нужно, чтобы ребята сыгрались, и все-таки мы поменяли схему, перешли на новые тактические, технические такие вот схемы игровые. И вот нужно, чтобы команды влились в эти схемы и начали играть по-новому. Мы хотим попасть в премьер-лигу, есть такие задачи перед игроками, перед самим собой. Вот. Я думаю, что если у ребят будет желание, я думаю, что к тому профессионализму, который у них есть, я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы побеждать. Кызылташ во втором тайме имел явное преимущество. Тепличники вынуждены были играть не в свой футбол, так как остались в первом тайме в меньшинстве за грубый фол игрока хозяев. Крым-Теплица выбрала для себя стратегию игры на контратаках, стараясь поймать Кызылташ на ошибки, молниеносно провести атаку и забить заветный мяч. Однако на 71-й минуте за нарушение правил судья показал второй горчичник ялтинцу, за что был удален с поля. Команды выровнялись в составах. Конец второго тайма стал осторожным. Никто не хотел ошибиться ценой гола, который, скорее всего, и определил бы победителя поединка. Тут игра была равных соперников, желанием. Конечно, в первом тайме немножко нам было тяжело, потому что играли против ветра. Кызылташ имел преимущество, но сумели со стандарта забить гол, еще могли забить. Ошибка молодости, молодых неопытных ребят, которая привела к пенальти. Я думаю, второй тайм, оставшись 10, ребята, конечно, я думаю, рисунок не поменялся, ребята старались, играли вон. Я думаю, шанс уравнял удаление в команде соперника. И игра выровнялась, на встречных курсах пошла. То есть достойные победы были и те, я считаю. По моментам, если так взять, достойны были и те. Но победила дружба. Для футболистов Кызылташа этот матч был принципиален не только в турнирном значении, а еще и присутствовала жажда отомстить за обидное и разгромное поражение в первом круге 0-4. Кызылташ мог несколько раз отличиться и вырвать выездную победу. Штанга, выход 1 на 1, перекладина. Футбольная фортуна оказалась неблагосклонна к ялтинцам. Футболист Кызылташа Энвер Абибулаев отмечает, что из этого матча извлекли много уроков. Самое важное, необходимо хладнокровно научиться реализовывать свои моменты. Матч очень тяжелый, мы забили свои моменты, должны были выигрывать. Красная карточка была не нужна, стало меньше, тяжелее было. Нападающий у нас много моментов, потому что не забили один гол, да, это понятно, с пенальти. Не знаю, должны были выигрывать, не получилось немножко. Ничего, будем стараться дальше. Ничья, конечно, нас не устраивает, хотим все победы. Надо стремиться забивать голы, потому что это не дело. Сколько моментов, один гол в таком матче. Крымско-татарская команда Кызылташ, несмотря на свой молодой возраст, уже имеет немало болельщиков. Дилявер Кайданов каждый раз приходит поддержать любимую команду всей семьей. Я регулярно прихожу, регулярно болею, душой болею, сердцем болею. Иногда охота побежать самому, побегать. Как известно, 12-й игрок – это болельщик клуба. Перед ялтинской командой стоят большие задачи в будущем. И она нуждается в поддержке болельщиков, своих соотечественников. И это большой фактор в развитии инфраструктуры клуба. Все любители футбола могут прийти на Кызылташ 25 марта на стадион «Дружба», где в 14:00 состоится матч против Сахского «Динамо», а 23 марта в 14:00 пройдет товарищеская игра против команды из профессиональной футбольной лиги России Раменского футбольного клуба «Сатурна» на стадионе «Скиф». Асан Абиблаев, Умер Мустафаев, телеканал «Милет».